О таком всплеске интереса к внутреннему туризму мы и не мечтали. Пандемия коронавируса и, как следствие, закрытия границ сделали свое дело. В итоге, с одной стороны, мы имеем уникальную возможность по развитию внутреннего туризма, а с другой – многие проблемы отрасли, как то отсутствие инфраструктуры, качество обслуживания, обрушились на нас с новой силой. Об этом, по сути дела, с очень интересными гостями нашей сегодняшней программы. Нет лучшей рекламы внутреннего туризма, чем сам, получается, руководитель, который потребляет этот внутренний туризм. Если вспомнить, что такое был Шульганташ, допустим, даже 5 лет назад, и как он сейчас, это две большие разницы. Это цель, чтобы каждый ребенок посетил Таратал. Чтобы развивать республику, должен сначала турагент ее узнать. В этих местах место населения могло зарабатывать деньги с помощью туризма. Люди будут получать напрямую сертификаты и ехать в санаторий. Это, знаешь, это типа миссия. Сможет ли туриндустрия республики воспользоваться моментом? И как все-таки решить ее многолетние проблемы? Эти ключевые вопросы мы обсудили с председателем Госкомитета по туризму. Салават Нафиков долгие годы работал в лечебно-оздоровительном туризме, но весна-лето 2020-го стали для него настоящим вызовом. Говоря об отдыхе, сегодняшнее нынешнее лето, аномальная жара, она привела к тому, что практически на каждом водном объекте толпы отдыхающих, а с другой стороны, наша культура отдыхающих оставляет желать лучшего. Многие жалуются, что нет условий. То есть на том же Кандыркуле нужно платить за въезд, а при этом элементарных условий там владельцы не создают. Делается ли что-то для того, чтобы создать все-таки какой-то сервис для отдыхающих? Хотя бы минимальный. Если мы говорим о комплексном подходе, к особо охраняемым природным территориям, есть такие проблемы, которые на уровне законодательства, на уровне нормативных документов, которые надо дорабатывать, надо над этим работать. Где-то есть федеральные моменты, федеральное законодательство, где создаются барьеры для осуществления тех или иных, в том числе по привлечению инвесторов и по расширению услуг в тех же особо охраняемых природных территориях. И создание условий, именно, начинаем от обычных санитарно-бытовых, заканчивая отелями и всеми остальными. Есть проблемы, которые надо решать. И самой организации работы. Я думаю, коллеги из Минприроды проблемы решат. На следующие годы, мне кажется, такие проблемы не будут повторяться. Потому что есть опыт других, которые, в принципе, эту работу выстроили внутри республики. Там, таких проблем нету, в том числе и федеральных. Нацпарк Башкирия, заповедник Шульганташ. Они научились этим потоком работать и зарабатывать на этом потоке, и создавать условия. Да, может, они не всегда очень шикарные, не пятизвездочные отели пока, но условия, хотя бы элементарные бытовые условия, люди платят, и они понимают, за что они платят. Тут, я думаю, коллеги из Минприроды доработают этот вопрос на следующий год, мне кажется, эти проблемы снимутся. Введение туристического сбора вы поддерживаете? Где планируется ввести этот туристический сбор? Будет ли он вводиться? Давайте, наверное, начну с истории, откуда, в принципе, эта проблема возникла, как мы ее предлагаем решить. В свое время был очень известный маршрут, 59-й маршрут, который сплав по реке Агидель. Была только одна точка входа, на самом деле была одна дорога только доехать до Каги, и сплавляться до деревни Бекузино, где сейчас Юмагузинское водохранилище, это в Кугарчинском районе. Этот маршрут длился порядка 20 дней, и люди сплавлялись. Вопрос в том, что сейчас на примере той же Агидели, если взять, огромная точка входа на сплав, есть и двухчасовые, трехчасовые, однодневные, трехдневные, все маршруты есть. Но проблема в том, что сейчас там огромное количество людей, можно сказать, даже пробки создаются из катамаранов, в районе того же Шульганташа, и кто-то же должен эту территорию управлять. Это же пробки на воде. Я имею в виду пробки на воде. Если, сейчас продолжим, если у нас есть Шульганташ заповедник, если там уже более-менее отрегулированы все эти стоянки и уборка мусора в нацпарке Башкирия, по территории которой все проходит этот маршрут, но до этих заповедников, начиная от Каги, даже сейчас сплавы начинаются с Белорецкого района еще выше, все эти стоянки, никто ими не управляет, никто им не создает условия. Но это же глупость, 3 дня будешь сплавляться со своим мусором. Их все равно люди оставляют где-то, потому что невозможно 3 дня со своим мусором сплавляться. Это опять же тот же сервис. Это и сервис, на это нужны средства. И сколько просто, допустим, если будет в Бурдянском районе, к примеру, такой туристический сбор, мне для понимания, я приеду на этот отдых, сколько я должен буду заплатить этот туристический сбор? Есть ли какие-то расчеты?
Смотрите, есть опыты, давайте так Опыты, скажем. Да, вот тот же опыт нацпарка Таганай, который в Челябинской области, он на границе находится именно с Златоустом. Да. Для местных жителей там порядка, для пенсионеров, ну, по-моему, символичный вход за 10 рублей на территорию Ну, это нацпарка. для местных, да. Для местных, да. Для туристов, соответственно, там порядка 100-150 рублей. Ну, то есть все посильно. Ну, конечно, да, речь не идет о 1000, Больших, там, конечно. Нам же сначала надо некий механизм придумать, правовой в том числе, и осуществимый в современных реалиях. Но и сюда будет включаться вот как раз этот вопрос, связанный с тем, чтобы на каких-то стоянках увозился мусор организованно, чтобы была какая-то в этом плане... Элементарные условия создать, да, в том числе и обеспечивать, там, допустим, той же связью, да, там, те же медицинские услуги или что-то. Но в первую очередь, конечно, экологические проблемы, которые надо решать, потому что несется огромная нагрузка. Вот наша сейчас как раз-таки задача, мы тоже над этим голову ломаем, как вытащить серых туроператоров, да, на нормальный уровень. Надо сказать, даже многие серые туроператоры даже предоставляют качество услуг намного лучше и намного правильно организована работа, но по сравнению с официальными турагентствами, туроператорами. Я могу сказать, вот у нас один парень. Более гибче просто, да. Ну да, они нормальные, хорошие бизнесмены, просто знаете, их надо собрать, посидеть, поговорить для того, чтобы от них тоже нам была польза. Но самое главное, от нас им была польза некая, чтобы это не было там просто давайте продавим этот серый бизнес, чтобы он вышел. Нет, конечно, там какие-то на уровне диалогов их вытаскивать. Но вот могу сказать, один парень молодой, ему лет, наверное, 25, я случайно в прошлом году еще до этой работы с ним познакомился, он порядка 1500 человек в прошлом году повел на ИГИР. В этом году он расширился, вот мы недавно с ним встречались, я говорю, ну давай, наверное, уже хватит тебе в серую работу, давай думать, как ты будешь в белую выходить. Просто у него была боязнь, как бы, я не знаю, там препоны сейчас меня начнут прессовать. На заседании правительства вы говорили о том, что вот в эти низкие сезоны вы будете развивать программу по пенсионерам, по активному долголетию. У нас была долгое время программа социального туризма с 2011 года, но она вызывала нарекания с точки зрения того, что там очень большая очередность. Я с вами здесь полностью согласен. Да, вот мы были первыми в России, которые в свое время запустили эту программу. Она очень хорошо работала. Но время проходит, надо модернизировать, новые подходы где-то надо те ошибки, которые были допущены, их скорректировать и начать работать по-новому. Что мы для этого делаем? Да, сумма пока остается такая же. Да. Ну, во-первых, надо начинать, наверное, с суммы, которая, в принципе, маловато для того, чтобы закрыть всю территорию республики, чтобы у нас, по сути, каждый пенсионер, ну, условно, который в эту категорию попадает, могли посетить все, скажем так, республиканские объекты, куда они хотят. Но это, как правило, такого возраста люди, они стараются попасть в санаторий. Мы это уже придумали механизм, как они, чтобы попадали напрямую в санаторий, без посредников. Эта схема тоже она рабочая. То есть люди будут получать напрямую сертификаты и ехать в санаторий, и, соответственно, с бюджета это будет компенсироваться для санаториев. Другое направление, которое мы хотим сейчас, однодневные экскурсионные маршруты, которые по республике мы совместно с муниципалитетами разрабатываем. Но на самом деле мало кто путешествует по республике и знает все объекты. Условно, там житель Бурзянского района, хотя, наверное, живет рядом с пещерой Шульганташ, да, его на самом деле он посетил, может, один раз в жизни, да, за 50 лет, за свои 55, может, один раз. И, как правило, люди, которые рядом живут, они, как правило, не посещают объекты. Я уж не говорю о том, что они куда-то выезжают за пределы. Ну, у нас менталитет такой народа, который в республике живет, они мало, на самом деле, внутри республики путешествуют. Нам надо стимулировать людей, особенно такого возраста, активного, да. В последнее время были заявлены новые интересные проекты. Ну, наверное, самый такой громкий — это геопарк Янгантау, который вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО, по-моему, впервые в России и в СНГ. Расскажите, что изменится, значит, в статусе парка Янгантау и то же самое по Таратау, какие планы? Это большая победа, на самом деле, большая победа республики, тех энтузиастов, которые в свое время начали эту работу. Но сейчас какая задача стоит? В геопарке Янгантау, естественно, это дает некий статус для привлечения гостей, в том числе и некий международный статус. Огромное количество людей уже едут в Янгантау. Сейчас надо вот именно внутри механизмы все отрабатывать. Они уже научились работать с туристом, с турпотоком. Но в этом году там их больше в 2 раза, по их данным. Да. Но я так чувствую, что, скорее всего, это в 3 раза они точно выйдут на эти цифры. Аналогичная большая работа Таратау, стоит по Таратау, да. Там вот визитный дом, когда вот он появится?
Визит-центр у них запланирован тоже в этом году. Но, надо сказать, уже инвестор вошел, там поставил, у нас уже юрты есть, да, отель из юрт. Тоже есть поток, в который люди едут. Но они сейчас занимаются большой работой, подготовкой номинационного досье. Для того, чтобы получить этот статус, необходима именно такая большая исследовательская научная работа, которую надо обосновать. И вот сегодня этим они занимаются. Но мы еще сегодня, опять, если сказать про поток с Министерством образования, с Айбулатом Акиловичем Хажиным, мы проговорили, как мы туда будем возить детей. У нас простая цель, очень простая, но, думаю, нетрудно осуществимая, но очень простая. Это цель, чтобы каждый ребенок посетил Торатау. Каждый ребенок в Башкирии должен посетить Торатау для того, чтобы понимать ценность, потому что таких уникальных объектов просто нет. И мы... Вот визит-центр как раз для этого в том числе и будет, да? Ну, конечно, визит-центр, откуда, в принципе, начинается любой парк, да, будь то геопарк, нацпарк. Когда он заработает? Ну, они планируют его уже строительство в этом году начать и в этом году уже закончить. Там будет, строительство, там быстро возводимые конструкции. Я думаю, что оно появится в этом году. И еще один проект, это новый, который был анонсирован, это двухэтажный экскурсионный автобус по Уфе. Когда он начнет ездить и что он будет, какие места посещать? План у нас запустить этот автобус 1 августа. Мы сейчас как раз занимаемся с коллегами из Москвы разработкой этого маршрута, как это будет проходить по Уфе, по каким улицам. Да, аналогичный проект уже в России есть, это и в Москве, и в Питере, и в Казани. Мы сейчас хотим аналогичный автобус запустить у себя. И пока по маршрутам я не могу сказать, потому что есть там технические моменты, где-то надо будет троллейбусные линии поднимать, потому что в других городах это очень быстро сделали. В той же Москве за очень короткий срок подняли все троллейбусные линии, поэтому по Москве этот автобус без проблем ходит. Но у нас есть некие проблемы, сейчас мы его, технически его тоже решаем. Планируем этот автобус запустить с 1 августа. Кстати, вот уфимцы, надо сказать, мало знают свой родной город, историю своего города. Да, сами уфимцы могут даже поездить. Ну, конечно, это в первую очередь даже, наверное, сами уфимцы поедут в большом количестве. И мы, кстати, чтобы вот этот, опять же, переломить этот момент, да, мы тоже планируем с 1 августа запустить бесплатные экскурсии в центре города. Это у нас будет с гильдией экскурсоводов, мы это совместно будем делать. Можно будет записаться на сайте Terra-Bashkiri.ru. Вот мы прямо на днях этот сервис запускаем на сайте. Люди могут записаться заранее на бесплатные экскурсии, так что вас тоже приглашаю. Спасибо. Пройтись по центру города Уфы и узнать историю города. Спасибо, Салатович. Спасибо. И это не единственный новый туристический проект в нашем регионе. Я делюсь тем, что у меня есть, всей моей истории. У нас есть природа, у нас есть кухня. Я хочу, чтобы это снова наполнилось жизнью, но, может быть, уже не промышленной, а туристической, экологической, да? Пешком. Это рядом, это близко и это красиво. Все свои силы направляет на создание большой южноуральской тропы Раис Габитов, амбассадор Башкирии, как он сам себя называет. Бесспорно, природа Башкирии создана для отдыха. Между тем, туристический продукт, не считая традиционных направлений, таких как санатории, заповедники, базы отдыха, зачастую никак не упакован. В этом плане большая южноуральская тропа, как мне представляется, шаг в нужном направлении. Раис, приветствую тебя в Краун Плазе. Привет. Ты человек, который не только говорит о туризме, но и реально всегда что-то делает. Расскажи, пожалуйста, о проекте Большой Уральской тропы. Большой Южноуральской тропы. Да. Ну, это такой пешеходный маршрут. Вот мы все любим ходить в походы с рюкзаком, но этот маршрут, он промаркированный, значит, он проложенный. Он где находится? Он будет, вообще в итоге, значит, он будет начинаться на Банном, проходить через Абзаково, через Краку, через Арский камень, в Белорецк, потом Малиново, Елангаз, Журболото, Инзерские Зубчатки, Кумардак, значит, Баштур, Николаевка и Ремель. Это пеший? Пеший. И сколько километров? Около 300 километров. Пешком? Да, но не обязательно проходить его целиком. Да. Он же делится на части. Там есть маленькие, то есть, условно говоря, на Банном есть маленькие маршруты, где можно просто с детьми подняться, пройти, посмотреть что-то, там буквально за несколько часов. Вот есть длинные участки, там 5, 6, 10 километров, 20, 40. Вот. И зависит от твоей подготовки, от твоего желания, можно по кусочкам проходить. Вот как большие тропы проходят, допустим, если в Америке большая Апалачская тропа, там почти 3000 километров, там люди всю жизнь ее идут. То есть вот отпуск берут, пройдут часть, отпуск берут, пройдут часть. Тоже такую же тропу также можно проходить частями
можно взять там отпуск на 2 недели, пройти ее целиком. Но если ты прошел, тебе дадут какой-то сертификат, что ты там прошел большую южноуральскую тропу? Слушай, ну это предполагается, понимаете, она же пока делается на энтузиазме, вот. То есть вообще ваш проект? Это проект меня, ну то есть я его придумал идеологически, да, но мне помогают мои коллеги, друзья, включилось очень много уже людей. Вот, и в этом году нас уже поддержало Агентство стратегических инициатив и Министерство туризма, Госкомитет по туризму Башкирии. Когда можно будет уже вот реально взять и поехать и пройти? Уже сейчас или через какое-то Мы время? ее делаем 3 года уже, некоторые участки промаркированы, их уже 3 года можно проходить. Примерно там где-то 100 километров мы промаркировали, там полностью, частично там, да. Вот. Промаркировали, это что значит? Это там специальные какие-то указатели? Да, на деревьях краской специальные такие как бы полоски, и ты идешь, и ты как бы ну, не заблудишься. Да? Промаркировать это как бы только первая часть. Там в чем проблема? Нужно придумать, как она будет проходить с точки зрения логистики, то есть чтобы она проходила по местам, где есть стропы уже, ну, желательно, чтобы, ну, как бы сказать, где уже люди ходят, да, чтобы там было красиво, чтобы она проходила через какие-нибудь гостиницы, приюты, чтобы где можно было переночевать. Прежде чем, ну, где-то делать, мы проходим, ходим и понимаем, как связать эти кусочки, вот. И опять же, чтобы она проходила через какие-то там деревеньки, чтобы у нас вот этот трафик туристический, который возникает, уже возник и будет дальше продолжаться, чтобы как бы сказать, в этих местах место населения могло зарабатывать деньги с помощью туризма. Раис, вот вы продвигаете ну, достаточно такой серьезный проект. Что вами движет? Ведь, в принципе, это требует огромной личной энергии, вложений. Всегда, когда такой вопрос задают, я бы сказал, это наоборот дает энергию и силу. Это, знаешь, это типа миссия. Вот я вырос в этом месте, да, вот. Вы выросли там, в Белорецке, да, Ага. то есть тропа проходит по Авдеевскому району, там родился мой отец, тропа численно задевает Учинский район, там родилась моя мама, тропа проходит в основном по Белорецкому району, там родился я, и она проходит через самые мои заповедные места около Терляна, самые интересные. Там я провел детство у дедушки с бабушкой. Вот. В первый раз поехал на покос в 5 лет и запомнил вот этот запах трав, эти горы. И она пройдет через покосы моего дедушки. То есть это точки силы? Конечно, конечно. Ваши? Я делюсь тем, что у меня есть, всей моей как бы истории. И все люди приедут туда, где я провел детство, это же круто. Моя цель в том, чтобы вот эти вот регионы, которые раньше, понимаешь, это горнозаводской Урал, там добывали руду, там торф, да, там была жизнь, и там вот на этих местах, полянах, где сейчас тишина, там было там 200 дворов, там были школы, да, вот. Я хочу, чтобы это снова наполнилось жизнью, но, может быть, уже не промышленной, а туристической, экологической, да, вот. И это, мне кажется, будет очень прикольно. В плане продвижения внутреннего туризма, вот этот сплав, который был недавно у главы республики, он сыграет свою позитивную роль для рекламы? Как бы? Конечно, вот вообще идеально. И он же как бы типа, ну, главный у нас такой, да, и на него смотрят и чиновники, там, и бизнес, и простые жители, да. Уж если, типа, сам глава идет в поход, там, сплавляется, ну, это значит классно, я тоже хочу. Нет лучше рекламы внутреннего туризма, чем сам, получается, руководитель, который потребляет этот внутренний туризм. В части продвижения Башкортостана очень много делаете для этого. Будете это продолжать заниматься? Конечно, делаю. Это же моя миссия. Я амбассадор Башкирии. Я это делаю независимо от того, там, будут мне помощь, не будет помощь. Это как бы моя суть. Спасибо. Это был Раис Габитов, амбассадор Башкирии. Мы очень рады, что вы с нами. Я тоже. Надеюсь, что вы будете работать дальше. Спасибо. Развивать внутренний туризм намерен и Ильдар Бекудин, председатель Союза туриндустрии и гостеприимства республики. Для предпринимателей, занятых в этой отрасли, нынешний год был действительно тяжелым. Границы закрыты, а чтобы заманить туристов в Башкирию, нужно самому знать, что предлагаешь. Итак, как сегодня работают с туроператорами в республике? Приветствуем вас в Краун Плазе. Мы сегодня разговариваем, обсуждаем проблемы внутреннего туризма. Сегодня созданы очень хорошие условия, в результате не было бы счастья, да несчастье помогло. В результате коронавируса у нас все-таки люди отдыхают сейчас в основном в республике. Как вы считаете, вот сможем ли мы вот этот такой позитивный момент, который мы
сегодня видим, использовать в дальнейшем, чтобы все-таки многие люди полюбили, захотели отдыхать в республике? Действительно, эта ситуация уникальна тем, что сейчас есть возможность было поднять республику именно туристический потенциал. Мы сейчас видим на ситуации, которая сейчас происходит, у нас все битком. Все базы, вот пытаемся найти, люди звонят по привычке, говорят, слушай, мы говорит, хотим на выходные поехать, помоги. Я прозвоню все базы, у нас нет возможности кому-то помочь. Если хотят базу хорошего уровня, они заняты практически до конца августа. И по факту даже место под палатку найти невозможно. Это о чем говорит? О том, что республика имеет свой потенциал и есть куда расти. Какие сейчас самые, скажем, топовые направления для внутреннего туризма, организованного туризма вы могли бы назвать? Но топовое это всегда, в первую очередь, мы сразу говорим про Бурзян, потому что это удобно, это локация интересная, развивается база, инфраструктура сейчас очень сильно подтягивается. Если вспомнить, что такое был Шульганташ, допустим, даже 5 лет назад, и как он сейчас, это две большие разницы. Остальные направления тоже подтягиваются, развиваются. И в Бурзяне есть и кондиционер, и гостиницы. Нет, нет, у нас, к сожалению, у нас мы говорим, что в Бурзяне можно отдохнуть и в палатке, и в гостинице 3 звезды, это уровня европейского, скажем так. А Павловка? Павловка у нас сегмент очень, фактически на данный момент она удобна тем, что это близкая локация, туристы могут сесть и доехать самостоятельно. Естественно, база крупного уровня есть, присутствуют, но они тоже все, естественно, все заполнены. Если вот я хочу поехать, то куда я должен обратиться? Вы как председатель Союза туриндустрии и гостеприимства республики, к вам можно обращаться, можно выйти на какие-то сайты? И у нас нет единого сайта. И говорить о том, что можно найти себе турмаршрут на одной площадке, к сожалению, такого нет. Пока нету. Нету. Но мы к этому стремимся, мы идем. Делать это самостоятельно сложно. Вот мы на это и рассчитываем, что мы хотели бы рассчитывать на то, чтобы была какая-то именно государственная поддержка, потому что без господдержки развивать туризм внутренний, тем более, это очень сложно. То есть это должен быть какой-то, условно говоря, поисковик, который так же, как вот мы ищем там в Турции или где-то, где мы могли бы найти приемлемые варианты по 10, 15, 20 маршрутам. Я для примера скажу, когда клиент приходит в турагентство, турагент что делает? Он же не звонит на каждую базу в Турции и спрашивает, есть ли места. Он открывает сайт, рабочий сайт, смотрит, и какие предложения у него на данный момент активны, он их продвигает. Такого именно ресурса в Башкирии, к сожалению, нет. Совсем недавно вы участвовали в организации проведения семинара с туроператорами в Карайдельском районе. Есть ли у туроператоров понимание и желание объединяться с тем, чтобы развивать известные туристические бренды, маршруты, или все-таки каждый работает сам по себе? И да, и нет. Потому что в начале, до коронавируса, мы поняли о том, что чтобы развивать республику, должен сначала турагент ее узнать. Вот, откровенно говоря, 95% наших турагентов продают за рубеж. А чтобы продавать Башкирию, они должны были сами прокатиться по Башкирии. Мы поэтому начали проводить форумы, встречи, рекламные туры. Мы провели 3 информационных тура для сотрудников туроператоров и турагентств. Не только с Башкирии даже, да? Мы на данный момент работаем с Башкирией. Потому что в первую очередь Башкирию привлекаем. А куда эти рекламные туры были? Мы сделали рекламно-туристические туры. Рекламный информационный тур. Мы сделали зимой мы сделали Тыкуль и Банны. Следующий был Еремель и река Ай. Третий мы сделали по реке Каридель. И таким образом мы пытаемся каждую локацию развивать и показать. Вот с удивлением наши коллеги увидели, что такое это Каридель. Это рядом, это близко и это красиво. И они были реально удивлены. Недавно проходил урбанистический форум, и в рамках этого форума приезжали туроператоры из Москвы. Они были просто в шоке от того, что 2 часа перелета от Москвы, и можно получить условия, и картинку, и нормальный отель у нас. У нас хорошие сетевые отели, у нас есть природа, у нас есть кухня. И мы этим пока не пользуемся, мы пытаемся все это продвигать, показывать, но это не может быть так, что вот мы привезли туроператора, и все, он через неделю начал нас грузить. Этого нет, к сожалению. Но с другой стороны, есть очень хороший пример. В декабре проходил этнофорум, были гости из Москвы, из зарубежья, и один из гостей, это National Geographic, он был первый раз в Уфе, и у него было ощущение того, что он был удивлен, что это
такой огромный потенциал, мы его не используем. И вы знаете, он приехал второй раз. Он приехал самостоятельно, он влюбился, он говорит, вы знаете, вам, говорит, у вас есть что продать, вы себя должны правильно и красиво преподнести. Вот над этим надо сейчас работать. Это был Ильдар Бекузин. Он объединяет туроператоров республики, и он видит перспективы и в Уфе, и в республике Башкортостан как бренда туристического на карте России. Туристический потенциал Башкирии постепенно раскрывается, и я уверен, будет раскрываться и дальше. В этом плане большим подспорьем может стать недавнее решение правительства о выделении субсидий для организации отдыха внутри страны. Это позволит компенсировать гражданам от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от выбранного тура. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь, а в завершение традиционный блиц. Самое идеальное место отдыха в Башкортостане? Это Журавлиное болото, это такое... Это где? Оно очень секретное, оно очень загадочное, оно труднодоступное. Это такие небольшие озера, в которых раньше добывали торф, в них отражается гора Елангаз, как на японской миниатюре. Вот, абсолютная тишина, и ловятся золотые караси без запаха тины. Его одним словом не назовешь. Вот мы любим Павловку, теперь любим Каридель, любим Нугуш, поэтому идеально, я думаю, отдыхать там, где твоя семья, я так скажу. Бурзянский район. Где бы вы не советовали отдыхать в Башкирии? На неизвестной локации, там, где есть опасность именно вашего отдыха. Ну, наверное, там, где какие-то промышленные отходы. Куда поедете, когда откроют границы? Вот никогда не думал об этом пока. Поехал бы в Европу. Я бы хотел съездить в Венгрию, в свою военную часть, в город Сент-Андре. Мы как раз с Бузукаевым договорились, он тоже Он служил. тоже там служил? Да, ну не в моей части, он тоже служил, в смысле, в ЮГВ, в Венгрии. Ваша любимая туристическая еда? Картошка, наверное. Еда, которую готовит жена на природе. Наверное, чай из родника вместе с горными травами.